Крым – это целый мир в миниатюре. Он настолько многолик, что поездки в разные его концы похожи на путешествия по разным континентам. Я беру свою фотокамеру и отправляюсь в долгие прогулки по полуострову для того, чтобы самому увидеть все его исторические памятники и запечатлеть их поразительное многообразие. Этими впечатлениями хочется поделиться с каждым. Поэтому в эфире телеканала АТР приглашаю вас на прогулки по Крыму. Прогулки по Крыму с Алексеем Гайворонским. Давайте вместе откроем эту землю. В сегодняшней передаче мы завершаем знакомство с Бахчисарайским ханским дворцом. За время нашей неспешной прогулки по Хан-Сараю мы заглянули практически в каждый его уголок, от Большой ханской мечети до жилых покоев и от зала Государственного совета до ханских бань. Мы посетили даже те комнаты Хан-Сарая, в которые сейчас не заходит ни один турист. А началась наша прогулка, как вы помните, с визита к хозяевам дворца, то есть с ханского кладбища. Там, среди мраморных памятников и мавзолеев, мы вспомнили имена ханов, что жили и правили в Хан-Сарае. И теперь, прощаясь с дворцом, уместно будет напоследок опять встретиться в мыслях с его хозяевами. На этот раз вспомнить их имена нам помогут вещи, которые принадлежали крымским ханам. Таких вещей во дворце осталось очень немного, и каждый из них имеет огромную ценность. Без преувеличения эти предметы можно назвать реликвиями Хан-Сарая. Быт крымских ханов не был лишен удобства и роскоши. Возможно, он не мог похвалиться таким фантастическим изобилием, как двор османских падишахов, однако в Крыму не было жилища богаче Хан-Сарая. Стамбульскому дворцу посчастливилось в том, что он никогда не подвергался иностранному завоеванию. Поэтому там до сих пор сохранилось множество личных вещей султанов, от обитых листами золота тронов до шелковых кафтанов, причем известно, кому именно из султанов принадлежал каждый из них. Судьба ханского имущества, к сожалению, была совсем другой. Имущество ханов из дворца исчезает уже в правлении последнего крымского хана Шагина Герая, который принимает решение перенести свою резиденцию в Кафу. Сегодня это город Феодосия, где он строит себе новый дворец. Часть имущества, которое не вызвало у него особого интереса, остается здесь, во дворце. Какая-то часть, скорее всего, была разграблена во время аннексии Крыма России после 1783 года. Часть же предметов попадает в музей, созданный Усейном Баданинским в 1917 году. После ликвидации музея крымских татар в 1944 году, связано с депортацией крымско-татарского народа. Часть предметов исчезает, как мы предполагаем, в неизвестном направлении, часть же перемещается в другие музеи Советского Союза. Но даже несмотря на эти потери, во дворце все еще остается несколько предметов из ханского имущества. Для того, чтобы увидеть их, мы войдем в фондовое хранилище Бахчисарайского историко-культурного заповедника. Это рукописная книга
на арабском языке примечательна не только своим солидным возрастом в 5000 лет, но также и каллиграфической надписью на последней странице. На бумаге различима полустертая ханская печать с тамгой, а рядом с ней надпись крупным шрифтом. В этих строках упоминается имя хана Менгли I Герая, одного из наиболее выдающихся правителей Крыма. Надпись сообщает, что в 911, то есть 1505 году Менгли Герай пожертвовал эту книгу в вакф. Вакфом в Крыму называлось имущество мусульманских религиозных учреждений. В вакф можно было пожертвовать деньги, подарить книги, завещать дом или даже целое имение, чтобы доходы от него шли на религиозные нужды. Подобным образом поступали многие состоятельные люди в Крымском ханстве, в том числе и представители ханского семейства. Например, вся эта стопка книг отмечена личной печатью хана Селямета II Герая. Эти издания в основном были подарены ему турецким султаном Махмудом после того, как в пожаре 1736 года погибла первоначальная ханская библиотека. В свою очередь, хан передарил многие из поступивших к нему книг в разоренные войной мечети и медресе Бахчисарая. А вот эти тома держали в своих руках, передавая их служителям культа, ханы Арслан и Селим III Герай. Книги в те времена имели не только интеллектуальную, но и весомую материальную ценность. Ведь до введения книгопечатания рукописные тома изготавливались в очень малых количествах, были редки и чрезвычайно дороги. Учитывая, что крымские ханы жертвовали в вакф целые книжные собрания, это был поистине царский подарок. Эти книги спасло лишь то, что в свое время они покинули ханский дворец. Будучи подарены ханами в библиотеке медресе и мечетей, они бережно хранились там и безопасно пережили и падение Крымского ханства, и XIX век, и попали сюда в музей уже лишь после революции. Тем самым они избежали судьбы дворцовой библиотеки, большая часть которой задолго до начала XX века была растеряна или уничтожена. На страницах уцелевших томов ханской библиотеки можно видеть печати округлой формы с тамгой, именами ханов и узорами. Это не что иное, как оттиски перстней, которые ханы носили на руке. Такими же оттисками правители Крымского ханства скрепляли и государственные документы. Еще в начале XX века во дворце хранилось несколько ханских ярлыков. Помимо печати, на них также можно было видеть тугры, то есть ханские имена, особым образом зашифрованные в сложных каллиграфических фигурах. Снимки довоенных коллекций Бахчисарайского дворца-музея показывают документы, изданные ханами XVII и XVIII столетий Адилем, Девлетом II, Саадетом IV, Капланом I, Менгли II, Селимом II Гераями. После депортации все эти бесценные свидетельства прошлого исчезли, и в настоящее время ханские ярлыки с собственноручными печатями крымских правителей сохранились главным образом в иностранных архивах, где впечатляют высокой художественностью своего исполнения. Отдельные вещи сохранились и из числа предметов ханского обихода. Например, этот изящный бронзовый подсвечник украшен гравировкой с именем хана Сахиба II Герая, сына Ахмеда Герай-Султана, и датою 1188, то есть 1774 год. Этот хан правил в 1770-х годах и являлся родным братом Шахина Герая, последнего из ханов, что проживали в Бахчисарайском дворце. Один из исторических источников сообщает, что во время обеда крымским ханам подавали блюда на стол на 50 серебряных мисках. И хотя ни одна из них не сохранилась, два медных изделия
из дворцового буфета все же дошли до наших дней. Это, во-первых, луженая чаша, у которой на обратной стороне начертано имя Каплана Герай-хана. Второй предмет – это большой медный поднос диаметром около метра. Будучи водружен на деревянную подставку, он превращался в столик, на котором слуги сервировали ханский обед. То, что за ним обедали ханы, не вызывает сомнений, поскольку на краю этого подноса можно прочесть чеканную надпись с именем Селямета II Герая и датою 1152, то есть 1740 год. А теперь давайте взглянем на еще один ценнейший раритет из музейного собрания Бахчисарая. Это старинное кремневое ружье, хозяином которого был хан Бахт-Герай. Это уникальное изделие украшено сложным узором из дерева, металла и кости. Оно имеет шестигранный приклад и массивный ствол, который заряжался с дула. А на поверхности ствола помещена надпись с именем хана. Ружей подобной конструкции в музее хранится несколько, но только об одном из них достоверно известно, что оно принадлежало хану. Богато инкрустированные кремневые ружья в XVIII веке во множестве выпускались в ханской столице. Бахчисарай славился искусством своих оружейников далеко за пределами Крыма, и произведения крымских мастеров охотно покупали в Стамбуле. Крымские ружья ценились выше турецких, и потому стамбульские умельцы порой подделывали их, ставя на стамбульские изделия бахчисарайские штампы, чтобы выгоднее сбыть свой товар. Бахт-Герай, владелец этого ружья, был сыном знаменитого хана Кырыма-Герая. Ханом Бахт-Герай был провозглашен в Стамбуле в 1789 году, когда Крым уже 6 лет как находился под властью России. Дело в том, что на дальних подступах к полуострову все еще продолжалась борьба России и Турции за Крым, и османский султан все еще назначал сюда ханов в надежде, что им удастся вернуться к власти. Получив ханские полномочия, Бахт-Герай пытался пробиться через линии русских войск с Днестра в Бахчисарай, но этого ему так и не удалось. Потому власть Бахта-Герая распространялась лишь на Буджак, приморские степи между Днестром и Дунаем. Затем, когда султан официально признал потерю Крыма, Бахт-Герай-хан сложил оружие и отправился доживать свой век в Османской империи. С именем этого последнего хана мы завершаем нашу большую 15-серийную прогулку по Бахчисарайскому ханскому дворцу. Хан-сарай – это не просто туристическая достопримечательность и не просто объект культурного наследия. Это прежде всего память о людях, которые жили под тем же небом, что и мы сейчас, но жили совсем по-другому. В свое время я много лет проработал в этих стенах, но Хан-сарай по-прежнему не перестает удивлять и восхищать меня. Под его своды каждый раз заходишь как будто впервые, в ожидании новых открытий. И я на своем опыте знаю, что гордиться великим прошлым Хан-сарая вполне способен не только тот, чьи предки испокон веков жили в этой стране и творили ее историю, но и любой человек в мире, который по-настоящему понял и полюбил Крым.